26 августа президент Сооронбай Жээнбеков принял руководителя экспертной рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, Тамерлана Ибраимова и секретаря Совета безопасности Дамира Сагымбаева. На встрече были обсуждены вопросы реформирования подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, и вопросы борьбы с коррупцией. Тамерлан Ибраимов представил информацию о результатах реформы, работе патрульной службы милиции по городу Бишкек и проводимых мероприятиях по созданию патрульной службы милиции в городе Ош. С 13 по 21 августа в Оше проходил конкурсный отбор по формированию новой патрульной службы милиции города Ош, по ВД города Ош. После первого тура 59% заполнили вакантные места. Из них 55%, кто прошли, это гражданские лица. Из бывших сотрудников ГАИ или ОБДД, как вот сейчас более правильно говорить, примерно только 8,5%. На старт! Марш! Инициатива о реформировании подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, поступила от Тамерлана Ибраимова на встрече президента Сооронбая Жээнбекова с представителями неправительственного сектора. Главой государства было поддержано это предложение, и в ноябре 2018 года президенту была представлена и одобрена им стратегия по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность. Патрульная служба милиции – это слияние двух структур. Это бывшего управления безопасности дорожного движения и патрульно-постовой службы. Объединили и создали новую службу, патрульную службу милиции. Отбор сотрудников в новую службу проводился очень тщательно, опираясь на опыт других стран СНГ. Формирование патрульной службы милиции осуществлялось именно через кадровый набор с нуля, что дает эффективные результаты по обеспечению правопорядка. Личный состав качественный, проводился конкурс, там большая комиссия отбирала личный состав по всем стандартам, там физическая подготовка. Все сотрудники, которые на сегодняшний день работают, это более 800 сотрудников, они прошли объективный, честный конкурсный отбор. Мы даже были очень приятно удивлены тому, что многие сотрудники, которые раньше работали в системе органов внутренних дел, в ГАИ и в других службах, они не прошли конкурсный отбор по определенным критериям и требованиям. Практически 45% сегодняшние из 800 сотрудников – это все представители гражданского общества, гражданские. Для эффективной службы сотрудники обеспечены всем необходимым для несения службы. По данным Нацстаткома, за время работы УПСМ в Бишкеке доверие граждан к милиции повысилось в 2 раза. Об эффективности новой службы можно судить по следующим данным. С начала года на номер 102 поступило более 34 тысяч звонков. В течение 7 месяцев было раскрыто 320 преступлений. Из них 105 раскрыто сотрудниками Ленинского района столицы, 75 Первомайского, 73 Свердловского и 67 сотрудниками УПСМ Октябрьского района. Всего по столице зарегистрировано 1312 проступков, среди которых избиение, причинение вреда здоровью, хулиганство и другие. Составлено более 84 тысяч протоколов за нарушение, выписаны штрафы за курение и распитие спиртных напитков в общественных местах, неподчинение требованиям сотрудников органов правопорядка и ложные вызовы. Количество выписанных протоколов за нарушение правил дорожного движения превысило 85 тысяч. В 2021 году начнется формирование патрульной службы милиции в остальных регионах страны. Секретарь Совбеза отметил, что патрульная милиция за время своей деятельности оправдывает свои основные цели искоренения коррупционных проявлений в органах внутренних дел и повышает доверие граждан страны к работе милиции. Нурбек Иманов, Чингиз Джумагулов, Ала-То 24.